Меня зовут Бао Ин, приехала из Китая. Я сейчас аспирант третьего курса на факультете международных отношений ПГУ. Беларусь, как очень спокойная и хорошая страна, имеет очень позитивный имидж представления китайцев. В конце 2015 года я получила такой хороший шанс, что могу за счет государства учить за рубежом Китая. И тогда я выбрала Белоруссию как страну для обучения. И мне очень нравится не только мой факультет, конечно, и ваша страна Беларусь. Тема диссертационного исследования – это китайско-российское сотрудничество в области образования, науки, техники и молодежных обменов с 2003 года по 2018. Обучение в аспирантуре не вызвало у меня особые сложности или трудности, поскольку я до этого уже знала русский язык, и особенные слова благодарности хочу сказать моему научному руководителю. Он много мне помогал, и до сих пор мне, конечно, помогает, и все вовремя мне ответит все вопросы, и я тоже постаралась, все выполнила в срок. В течение обучения я проживала в общежитии, и в нашем блоке всего 4 человека. В нашей комнате всего 3 девушки, кроме меня еще 2 китаянки. Мы сюда вместе приехали по обмену. В общежитии все комфортно и очень удобно. На первом этаже там еще спортивный зал. Мы можем там заниматься каким-то йогой или все другими видами спорта. Так что мне нравится общежитие, особенно здесь там не только проживают белорусы, конечно, и студенты из разных стран. Так что и в одном блоке у нас все есть. И ванная, и туалет, и кухня все отдельная. Буквально все нам нужно для жизни. В общежитии все есть. Мне нравится белорусская кухня. То, что касается разницы между китайской и белорусской кухней, я бы сказала, что не сильно отличается. Просто мы обычно добавляем больше пряности в китайское блюдо. На самом деле это просто нарушает сам вкус еды. Так что мне больше нравится белорусская кухня. И я здесь часто посещаю белорусские кафе и рестораны с друзьями, конечно, и китайскими, и белорусскими друзьями. Я всегда пытаюсь понять ваш менталитет и характер. Особенно китайская мудрость гласит так, что несмотря на различия, мы всегда стремимся к единству и гармонии. По-моему, эта мудрость созвучна и с белорусской культурой. Здесь страна очень гостеприимная. Именно благодаря вашей толерантности и гостеприимству в вашей стране рады иностранцам и всегда с уважением относятся к представителям в любой стране, в любой другой культуре. Так что мы чувствуем себя очень комфортно и удобно, и безопасно здесь. Конечно, я хочу и стать дипломатом, особенно в такой стране, которую я хорошо знаю. Так что после окончания, на самом деле, в Китае сейчас специалист с ученой степенью очень востребован. Так что после окончания я могу устроиться и преподавателем в престижный вуз китайский, и могу работать в МИДе, но только при условии очень отличной сдачи такой внутренних экзаменов. Конечно, за рубежом я тоже могу найти хорошую работу. Например, в нашей Беларуси есть такой хороший и колоссальный проект. Называется Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». Там тоже очень нужны и переводчики, и другие специалисты. Так что я никогда не переживала и не буду переживать о своем будущем. Для получения или продолжения образования для иностранцев, конечно, с самого начала серьезно учить русский язык. И кроме этого, соизмеряйте свои силы и возможности. Быть всегда ответственны за свои поступки и, конечно, быть организованы и пунктуальны. Здесь учиться и жизни, по-моему, все комфортно, поэтому не стоит переживать о жизни за рубежом. Здесь мы получим многие шансы. Это не только связано с учебой и с усовершенствованием себя. Так что учитесь с удовольствием здесь, в Беларуси.